Гвардейский кадетский корпус – одно из престижных учебных заведений республики. Поступить сюда мечтают многие школьники. Выпускники Горского кадетского корпуса имени Абдулы Цароева в основном сдают экзамены и поступают в военное училище страны, посвящая свою жизнь профессии офицера, продолжая традиции старших поколений, верой и правдой служить Отечеству. Выпускники Горского кадетского корпуса учатся во многих лучших вузах страны. Сегодня подготовка выпускников дает возможность получить высшее образование в любом престижном вузе России. По обращению президента Республики Ингушетия Мурада Зязикова в высших учебных заведениях страны выделяются для кадетов целевые места. Вместе с тем мы готовим ребят именно к военной службе, рассказывает начальник Горского кадетского корпуса Яхья Картоев. Каждое утро кадеты начинают с 7 часов. Подъем, затем физзарядка, завтрак и строевая на плацу, подмарш. Дети занимаются до 9 часов, затем учеба и еще раз учеба и самоподготовка. Должное внимание уделяется строевой подготовке, занятиям по физподготовке, восточным единоборствам. И так каждый день. Кажется тяжело, но ребята строго выдерживают распорядок в корпусе. Кадеты Горского кадетского корпуса, ежегодно принимая участие в республиканских конкурсах, олимпиадах, занимают престижные призовые места. Участвуют также в республиканских, региональных спортивных соревнованиях по разным видам спорта, занимая призовые места. В конце марта группа кадетов совместно с начальником корпуса, воспитателями выехали в Москву на ежегодный всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов и кадетских школ-интернатов России. В этих соревнованиях принимали участие представители 26 кадетских корпусов и школ-интернатов России. Кадеты из Ингушетии по итогам соревнований заняли почетное общекомандное второе место, стали призерами в отдельных видах спортивных соревнований. Ингушетия участвует во всех мероприятиях только первый раз. Естественно, ребята наши себя сразу же по приезду показали и по сноровке, и по одежде. Наши выделялись. Участвовало 26 делегаций кадетских корпусов. Это 22 кадетских школ и 4 кадетских класса. Как таковое есть у нас в России. При интернатах кадетские классы. Вот 4 класса. Мы общались, естественно, большинство находится на общественных началах. Они не финансируются ни из республиканских или краевых бюджетов. И единственное, которые там отличаются, это кемеровцы, они входят в Миноборону, наш кадетский корпус, который финансируется из республиканского бюджета. Яхья Картоев сам прошел школу армейской службы, участник боевых действий в Афганистане. За подготовку наиболее интеллектуальных и всесторонне развитых кадетов, за воспитание их в духе патриотизма, любви к Отечеству, удостоен награды российского казачества за веру и службу России. В нашей ежедневной кропотливой работе преподавателей, воспитателей, усердием самих воспитанников заложена основа успеха, считает он. Мы имеем поддержку, постоянное внимание со стороны руководства республики. Отсюда и наши успехи. Как им не быть, считает он. Если мы сегодня 100% находимся на гособеспечении, смета расходов, если, например, примеру я приведу, в 2004 году, если смета расходов была 37 миллионов, в 2005 году 39 миллионов, пропускаемость, в 2007 году 51,6 миллионов. Вам выделено. У нас смета расходов на 2007 год, на 2006-2007 год. Вы, наверное, сами убедились в общении со всеми, и с кадетами, и со всеми. Пятиразовое питание.
Это завтрак, полдник, обед, ужин, вечерний чай. Если вдруг мы решили изменить для благополучия этих же детей по заявке продукт тот или иной, который появился сегодня в ассортименте, для калорийности. Если мы сегодня обращаемся с письмом на имя руководства, без проблем нам дополнительно выделяют средства. Повседневная суворовская форма, наличие, обновимый черкесский, так срок прошел только в прошлом году. Если у нас была бы возможность в этом году, в смысле как возможность, мы не ожидали этой поездки, так мы поехали в Черкесск, учебный процесс. Все, что необходимо для нормального учебного процесса, сегодня все присутствует. И наглядная агитация, любая литература, которая необходима для учебного процесса, учебники, все у нас есть, компьютерный класс. Все, сегодня единственная наша одна единственная наша проблема, это ежедневно мы повторяем детям: все для вас сделано, учитесь. Мы там, естественно, по приезду наши кадеты делали там то, что мы здесь делаем ежедневно. Это и строевая подготовка, и утреннее, и вечернее время, физзарядка, физподготовка, кружковая работа. Кто обычно у нас в данное время, на сегодня, работает 17 кружков, из них спортивные кружки: вольная борьба, дзюдо, тхэквондо, каратэ-до, бокс. Это 5 кружков и 12 кружков, как такие: хореография, вокально-инструментальная, историко-краеведческий, автодело, юный эколог. Вот такие кружки. Все, что нужно. То, что сегодня необходимо, вот таких 12. И открывается у нас сейчас кружок, уже как с потеплением, урок верховой езды. И кружок юный пограничник, так как у нас сегодня в республике, если раньше был пограничный отряд, то сегодня уже управление пограничной службы, имеем тесный контакт с погрануправлением, непосредственно с руководителем, с ним мы встречаемся. Сегодня уже есть у нас начало, вывозим детей на заставы, уже вот с потеплением. Открывается кружок у нас, будут выезжать в неделю 3 раза представители из погранотряда обучать детей, так как мы сегодня находимся на рубеже государственной границы, поэтому в этом году уже те, которые по воле судьбы пойдут служить в армию, они будут служить в погранотряде у нас управление, а те, которые изъявили желание в этом году, 3 уже сданы документы на поступление в пограничное училище. Это в Подмосковье и в Калининграде. Военные поездки, естественно, это несет за собой финансовые затраты, абсолютно никаких проблем. Сегодня для того, чтобы дать нашим кадетам знания, интересное общество, поехать куда-либо, у нас нет никаких проблем. Вот с этой поездкой абсолютно никаких проблем не составим. Нам тут же, как только бумага поступила, соответствующим лицам, имеется в виду ответственным, куратором, резолюция, там руководство было, под личный контроль, у нас никаких не было проблем.